Так, держим путь на улицу в минус 53 градуса. Попробуем сейчас квадрик запустим. На улице писец. Вот, друзья, минус 53 градуса. Выехали дубак, выехали мороз. Сейчас быстренько снимем и побежим домой. Ну вот, друзья, запускаем квадрокоптер, минус 53 градуса. Ну все, поехали. Вон полетел, дорогой, полетел. Туманище стоит, писец. Да, конечно, дубак, друзья, я вам даже маску одел, потому что показывает 53 градуса. Ладно, разочек можно попробовать. Разочек, друзья, попробовать можно. Какой тут у нас туманище стоит. Это просто писец. Сейчас тут кругаля немножечко дадим. Вообще туманище. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, вот такая у нас погода в Айхале. Это у нас Якутия. Короче, далеко полетать мне не получится, потому что скоростные характеристики резко, друзья, падают. Батарейка на телефоне сейчас тоже выключится. Надо махом его садить и бежать домой, потому что он даже не летит в такую погоду. Он скорость не набирает вообще. Вообще не набирает. 20 км в час летит максимально. Даже садиться еле-еле, друзья. Никогда не повторяйте такие движухи, я вас очень прошу. Это очень опасно. Кстати, ворона кружится над квадриком. Она ничего понять, наверное, не может. Что за фигня? Кто это летит в такой мороз? Вообще не садиться, охренеть, блин. Писец. Ну его нафиг, так больше делать никогда не буду. И вы, друзья, этого не повторяйте. Охренеть, он трещит. Вот так вот, друзья, вот он дергается. Да, конечно, холодно. Ну все, сажаем. Ну его нафиг. Он даже не сажается, писец. А что за фигня-то?
Бля, писец. Вот это жопа. Короче, он даже, бля, не хотел садиться, друзья. Мне пришлось датчики отключить и его вырубить. Друзья, больше так не повторяйте. Бежим домой, пипец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это бляха-муха. Блин, крышка отлетела. Как так? Я чуть не потерял, блин, симку, флеш-карту. Нихера он холодный. Ну, короче, друзья, он не летает на морозе. Он вообще не слушается никак. Он сейчас вообще не садился. И команды почти плохо выполнял, короче. И скорости вообще нету. Ну, все платы управления замерзают у него. То есть в такую погоду летать нельзя. Вот так. Сейчас быстренько бежим домой. Минус 53. Это Вайхали, Якутия. Вот такие пирожки. Больше так не повторяйте. Ну вот, полетали мы немножечко. Сейчас пускай отогревается. Дома еще его перепроверим. Его работоспособность. Убедимся, что ничего страшного с ним не было. Да, друзья. Как вы видели, пролетели мы сегодня на квадрокоптере DJI Mavic 2 Pro в минус 53 градуса. Хотя производитель не рекомендует летать ниже 0 градусов. То есть здесь мы сами понимали риски прекрасно, к чему это могло привести. Ну, мы попробовали, у нас получилось, и это хорошо. Столкнулся я с многими проблемами во время полета. Во-первых, дрон вел себя неадекватно. Замерзали платы управления, терялась связь. Квадрокоптер нормально не летел, скорости вообще никакой не было, и он очень сильно дергался на морозе. То есть я практически, не знаю, метров 100-150 я только смог улететь, все, больше я не улетал. Посадил я его благодаря тому, что мне пришлось отключить датчики препятствия, и когда вот я к земле немножечко подлетел, мне пришлось стики свести вниз, 2 стика. Тем самым имитировав его падение. Ну, с высоты, если бы он упал, он бы просто разбился. Поэтому меня спасло, что вот я немножко к снегу подлетел, и стики свел, и все. И он как бы нормально сел. И именно вот при отключении датчиков препятствия. В морозы лучше, конечно, не летайте. Тем более производитель не рекомендует вообще летать ниже 0 градусов. А тут минус 53 на земле, а в воздухе, наверное, были все минус 60. Поэтому как бы в этом плане я пошел на свой страх и риск. Ну и самое главное, конечно, при минусе, когда летаете, ну, меньше его дергать, меньше его трогать и складывать и раскладывать, желательно в тепле. То есть вынесли его, прогрели хорошо, двигатели прогрели на морозе, и уже может, допустим, взлетать. Ну, вы должны сами понимать, к чему это может привести. Поэтому вот я решил, у меня получилось, я его дома проверил, запустил. Как бы все нормально. Всех обнимаю, целую, пока, до новых встреч.